Всем привет! В сегодняшнем уроке мы рассмотрим переходное прошедшее время. Переходное прошедшее время обозначает длительное, повторяющееся или привычное действие в прошлом. В английском языке есть схожая по смыслу конструкция to be used to. Например, когда говоришь, что в течение определенного времени я этим занимался. Образуется данное время с помощью суффиксов атын, етен, итен, итен. После согласных добавляются суффиксы атын, етен, в зависимости от твердости или мягкости слова. А после гласных итен, итен. Затем следует личное окончание первого типа. Так как все суффиксы заканчиваются на сонорную «не», то в первом лице единственного числа добавляются личные окончания «мен», «нен», а в первом лице множественного числа «без», «без». Рассмотрим примеры. «Без мна үйде тұратынбыз». Мы в этом доме жили. «Сендер үйде отыратынсыңдар». Вы дома сидели. «Ол теледидар көретін». Он телевизор смотрел, обычно. Глаголам оку, есту, ринжу, даму и так далее присоединяются дополнительные или затем итен или итен. Образуются схожие по написанию суффиксы. Окитен – учил, ринжитен – обижался. Отрицательная форма образуется при помощи отрицательных суффиксов бабе, папе, маме. Без мна үйде тұрмайтынбыз. Мы в этом доме не жили. Ол теледидар көрмейтін. Он телевизор не смотрел. Мен көп ауыр жұмыс істемейтінмін. Я много тяжелой работы не делал. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.